Здравствуйте, уважаемые. Я. Меня зовут Егор. Большое вам спасибо, что вы ваши руки у нас на сайте. Я вам задаю большой видеоанализ. У вас в руках указательный палец направлен к большому или ума и жизни вместе, или сердце на Юпитере, или судьбы с Хаймаруной. Что ж, начнем. Смотрите, у вас в руках это говорится, что самореализация жизни для вас очень важна. Когда вы заняты любыми идеями, любыми профессиями, вы чувствуете себя совершенным человеком. То есть для вас нужно иметь дело, которому можно отдаваться целиком и полностью, находиться постоянно с друзьями, общаться с людьми, но при этом я вам рекомендую все-таки обращать внимание на мысли, а то вы можете загореться новой идеей, вы же импульсивный человек, но нужно развивать терпение, основательно подумывать и доводить ее до конца. Иначе вы можете пригореть, отступить от задуманного. Нужно вырабатывать дисциплину. При этом в работе, где очень постепенно, разнообразная, монотонная работа не вызывает на вас тоску, скуку и раздражительность. Нужен масштаб, крупные проекты, поэтому, но при этом нужно обращать внимание больше на детали, больше на мелочи, а то загорится идеей, например, то, а как бы в итоге ничего. Лучше работа связанная с общением, с движением, но не с бизнесом. Ведь у вас короткий палец Меркурия. Так, у вас палец Юпитера направлен в сторону большого. Если вы мой голос не понимаете, читайте. Я вам говорю только основное, тут написано подробно. Это указывает на ваш реализм. Также характер имеется стремление к независимости. Я знаю как.
Также вы можете производить впечатление на окружающих, показывать себя с лучшей стороны. В решении вы стараетесь принимать самостоятельно. У вас линия ума и жизни не вместе. Это самостоятельность, независимость, желание поступать по-своему. Но нужно больше прислушиваться к мнению паритиноя. Если вы будете все время поступать по-своему, то паритиной со временем станет пассивнее, неактивным. Но зачем ему что-то делать, если вы все равно его мнение не будете учитывать? Плюс надо учиться идти на уступать паритиною, идти на компромиссы. Отдавать это тяжело бывает. Иначе со стороны вы можете выглядеть упрямыми. А представьте, вот вы живете с паритиноем и с его мамой, а мама любит покомандовать, а вы по-своему поступать. Конфликт. Поэтому прислушивайтесь к мнению других людей. Лучше учиться на своих ошибках, на чужих ошибках, чем становиться ясно грабли. Если вы не так, линия сердца у вас изогнута. Можете открыто проявлять свои чувства, эмоции. Они у вас иногда зашкаливают. Плюс важна романтичность, нежность, деликатность. Если вам человек понравился, вы можете улыбнуться, как-то показать, что он вам понравился, проявить инициативу. Если отношения не получаются, вы годами страдать не будете. Да, страдания будут яркими, но недолгими. При этом тяжело скрывать свои чувства. Вы можете о них говорить, но в характере, если идеализация, то есть ваша импульсивность, понравился человек, и вы думаете, он такой хороший, то есть приписываете ему те качества, которых нету, а на самом деле потом вы понимаете, что вы далеко, что этот человек далеко не тот, кем казался вам в начале. Знакомства. Поэтому не идеализируйте мужчин, смотрите на них адекватно. И еще как бы, я вижу по вашей руках, ваша линия сердца, только немножко идут к хайму Сатурна. Это говорит, что вы любите получать
внимание, заботу, понимание, но состояние порой это может выглядеть как эгоистичность, поэтому ограничивать эгоистичность. Прежде чем что-то получить от партнера, нужно что-то дать. Как говорится, дай, возьми, дай, а не возьми, дай, возьми. Если судьбы у вас поймаю, вам лучше принимать времени, менять обстановку, менять как бы дислокацию, поехать в отпуск. А то дома работа, дом может вас наскочить и привести к нервному срыву. Будьте аккуратны при работе в женском коллективе. Могут быть какие-то сплетни, козни. Затем вам это нужно. Также, если реально что-то поменять, что-то изменить, я буду по-прежнему город и так далее. Также важно, чтобы в отношениях были эмоции, были наполненность эмоциями. Хорошо, когда идут вам моя работа связана с путешествием, движением, командировками. Итак, давайте перейдем к Украине. Вы все прочитаете, прошу вас. Я сказал очень быстро, потому что нету времени. Давайте я скажу, что я вижу по вашей руке сейчас. Так, во-первых, учитесь сдерживать негативные эмоции. Сейчас. Да, в районе 21-20 лет я вижу симпатию, влюбленность, но с таким характером вы могли все испортить. Напридумали, что человек такой хороший, а на деле оказался не очень. Так что еще? Да, после 25 лет у вас появляется большой треугольник. Возможно, улучшение материального положения, но тут не все так просто. Видите, я могу идет, что возможно улучшение материального положения после 24 лет. Нужно вам менять характер, больше думать, меньше действовать, обдумывать то, что вы хотите сказать. Стараться понять, что не каждый парень, молодой человек, способен вам дать те эмоции, те чувства, которые вам нужны. Отношения у вас возможно 26-27 лет, но нужно поработать,
на вашем характере. Из-за этих чувств ваших будет возможно недовольство партнером. Скажите, как у вас дела обстоят с отцом? Он ушел из семьи или у вас полная семья? Спасибо вам большое за внимание. С уважением, Егор.